Здравствуйте, уважаемые эксперты конференции. Меня зовут Лева Нефаял, я ученик 6 класса 33-й школы. Великая Отечественная война – это великая трагедия для всего нашего народа. Наверняка не осталось ни семьи, которая не была задета кровопролитной войной. Пока живы ветераны и труженики тыла, про них знают и помнят, но многих уже нет с нами. Поэтому я бы хотела рассказать про одного человека, который давно нет живых, но он с нами благодаря памяти, потому что оставил свой след жизни, как и многие другие. Пока мы помним про них, они все еще живы. Когда мы забудем про них, они умрут окончательно. Да и мы потеряем часть истории, часть себя, а в целом потеряем совесть. Цель моей работы – это узнать информацию про моего прадедушки, участники Великой Отечественной войны и как он прошел свой боевой путь. Первое – это собрать сведения про моего прадедушки путем интервьюирования родственников. Второе – изучить семейные фотографии и архивы. Третье – это сделать семейный альбом «Мой прадед в годы Великой Отечественной войны». Моего прадедушку по материнской линии звали Худагизов Афанасий Дмитриевич. Родился он 13 февраля 1912 года еще при царской власти на территории Алтайского наследия Западно-Катагласского улуса в семье Марии и Дмитрия. По семейным воспоминаниям все его звали Ханахой. Был призван мой прадедушка в Красную армию 30 июля 1941 года в возрасте 29 лет. В то время он жил в городе Якутске, работал в артели Стахановец, был женат, и у них был сын. Мой прадедушка прошел свой боевой путь наводчиком ручного пулемета 508-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии Западного фронта. Первым его боем был битва под Москвой. В архивных документах пишут: тяжелые дебиты под Москвой осенью 1941 года на фронт начали прибывать первые сибирские полки, в составе которых были якутяне первых призывов. Вторым боем, где мой прадедушка отличился храбростью и смелостью, был бой в деревне Ивановича Брянской области 31 октября 1943 года, где он лично уничтожил десятки вражеских солдат и офицеров и отражение контратаки. За это он был награжден медалью за отвагу. Первое свое ранение я узнал по архивным данным, по его ранению, что он получил его 23 ноября 1943 года. Это было слепое осколочное ранение. Из архивов мы также узнали, что его второе ранение он получил 24 февраля 1944 года, наступив на немецкую пехотную мину, взрывом оторвало ступню и корень левой ноги. По семейным воспоминаниям с поля боя его вытащил сослуживец украинец, благодаря которому мой прадедушка остался жив. Мы видим, что мой прадедушка при жизни носил медаль за победу над Германией, и он носил орден славы 3-й степени. Также из архивных данных мы узнали, что мой прадедушка после его смерти из статьи награды «Ищет героев» во время войны был награжден медалью Отечественной войны 2-й степени. Награда нашла его спустя 35 лет после смерти. 24 мая моему прадедушку ампутировали левую ногу и выписали вторую группу инвалидности и комиссовали обратно домой. Когда он приехал обратно домой, он вложил все свои силы, чтобы помогать фронту. Оказалось, что во время войны его жена и сын умерли от тяжелой болезни, но ему посчастливилось жениться во второй раз. Мой прадедушка умер 10 июня 1963 года в возрасте 51 года. Если бы не война и полученные ранения, он бы прожил счастливую и долгую жизнь. После себя мой прадедушка оставил 3 детей, 11 внуков, 18 правнуков и 3 праправнука. Мы гордимся нашим героем Афанасием Дмитриевичем Хулагизовым и будем бережно хранить память о нем. Спасибо за внимание.